Каждая женщина мечтает быть счастливой. При этом хочет быть и привлекательной, и реализованной как в личной жизни, так и в карьере. Сочетать все вместе получается не у каждой и не всегда. Тем более не везде есть салоны красоты, фитнес-центры и нужные специалисты, которые помогли бы советами. Наш телепроект решил помочь 4 самым обычным женщинам, живущим в самом обычном городе в Якутии. И это город Томот. Наша съемочная бригада сюда привезла с собой очень крутых специалистов: психолога, нутрициолога, тренера, стилиста, визажиста и фотографа. В течение нескольких дней они будут работать с нашими героинями, давать им советы, учить правильно готовить, работать с телом, подобрать подходящий стиль и макияж. Мотивационный женский проект мы назвали «Я», и надеемся, что к его завершению каждая из них сможет произнести слово «Я» с уверенностью и с гордостью. Каждый выпуск будет посвящен одной участнице. Любовь Круцких, 62 года, живет в Томоте. Пенсионерка, мама 2 взрослых дочерей. Бабушка, а недавно стала прабабушкой. До пенсии работала социальным работником. Себя считает счастливым человеком. Старается видеть везде позитивное, дарить людям радость. Любит юмор. Не зря 10 лет выступала в местном КВН в команде «Альтаир». А с недавних пор стала ярой фанаткой футбола. Специально приезжала в Якутск, чтобы поболеть за команду, где играет ее внук. Помимо нового увлечения, вечное хобби, как она шутит, борьба с лишним весом. В проект пришла в первую очередь за советами специалистов и за порцией позитива. Я подумала, что это для меня будет очень полезно. Я хочу поменяться, я хочу стать новая, красивая. Я думаю, что в 60 лет можно начать жизнь сначала, с нуля, и все с меня поменять. Я надеюсь, что вы мне поможете. Так как главная проблема для Любови – лишний вес, мы решили познакомить ее в первую очередь с нутрициологом Юлией Заблоцкой-Избековой. Юлия Заблоцкая-Избекова – доказательный нутрициолог. Знает, какое питание помогает стать здоровым, а сочетание каких продуктов может быть исцеляющим. Дает консультации по составлению правильного рациона. Здравствуйте, Здравствуйте. заходите. Люба? Да. Меня Юля зовут. Ой, очень приятно. Я нутрициолог. Очень приятно. Как же долго я вас ждала. Да? Ну, хорошо. Да, сейчас поговорим. Я очень хочу, чтобы вы мне помогли, чтобы вы сделали меня красоткой. И вообще просто помогли мне вот во всей моей жизни. Ну, давайте, Очень хорошо, хочу. начнем. Давайте. Это, конечно, не очень быстро, за раз это не происходит. Ну, конечно. А нутрициологи мы не феи, мы пропагандируем правильное питание и Я хорошее буду отношение к слушаться себе. вас. Ну, хорошо. Буду слушаться. Давайте начнем сегодня с холодильника. Ну, давайте. Посмотрим ваш холодильничек. Ага. Я Ну, давайте. открою. Ничего страшного. не Доверяюсь будет. вам, доверяюсь. Хорошо. Доверяюсь. Ну, набор продуктов у вас, в принципе, визуально неплохой. Ага. Единственное, что я бы тут хотела обратить внимание на способы хранения и на некоторые вещи, которые нутрициологи не рекомендуют к употреблению. Ну, например, вот, смотрите, мы здесь нашли алкоголь, содержащие напитки. Они просто очень высококалорийные, и у ВОЗ нет безопасной дозировки приема алкоголя. Имейте это в виду. Достанем их? Давайте. Давайте. Курица с овощами. Вы когда ее готовили? Вот утром. Сегодня утром, Да. да? Вообще рекомендуется курицу с овощами вы клали сюда в теплом виде. Да. Да? Это вот немножко небезопасно. Это способствует развитию бактериального роста. То есть, соответственно, для того, чтобы хранить такую пищу, ее лучше размещать
в стеклянной посуде, либо в эмалированной. Ага, и обязательно ставить в холодильник только после того, как она остыла. Этот продукт, он уже визуально, его нельзя употреблять. Всё? На нем образовался вот этот вот, ну, вот у него перепад цвета пошел у этого сыра, да? Ага. То есть вообще вот этот фастфуд, который мы запекаем в духовочках, вот этот плавленый сыр, да, это для того, чтобы прямо сейчас съесть, его хранить не надо. Такой пирог, например, можно было бы заморозить частично, если вы прямо сейчас есть не будете, да? Да, Ага. да. Если вы хотите оставить на потом, после охлаждения его можно герметично упаковать в фольгу, Хорошо. ага, и подержать уже в морозилке, Хорошо. например. Сколько вы начинаете завтракать? Ну, я вот просыпаюсь в 6 часов Так. утра, ну, все делаю. Потом где-то часов, наверное, 8, в 9 у меня там вода, я воду пью. И потом после воды где-то часов 9, в 10 у меня получается завтрак. Так, обед. А обед где-то в 12 в час. И ужин. И ужин в 6 часов. Ага. А ложитесь 6-7. спать вы В 11. в 11. Да. Ну, еще между этим вы перекусываете бутербродами. Конечно, конечно. Да, да, да. Грешна. Ну, нет, это не грех. Бутерброды – это не вредная еда. Они должны быть просто свежими. А у вас получается очень длинный интервал между приемами пищи. Вы рано заканчиваете ужинать. Вообще рекомендуется в случае, если человек ужинает в 6, а ложится в 11, пить часиков 8-9 вечера кефир. По вашему меню в холодильнике я сделала вывод, что не хватает у вас сложных углеводов существенно. Это, ну, каши, крупы, крупяные изделия. Вот, да. И они дают как раз хорошее насыщение, запас энергии, более равномерный на день, да. Также обратила внимание, что в вашем холодильнике отсутствует кисломолочная продукция, потому что вот этот сыр, который вы едите, он не восполняет необходимость человека в кальции. Вот. И с возрастом мы же не очень хорошо любим пить молоко, да, но вам нужно будет все равно постараться добавить молочку в виде творога на завтрак. Простокваша стоит там. Да, вот простоквашу постоянно потреблять, да, кефир. То есть не какой-то один вид молочной продукции, а просто расширить, да. Хорошо. Ага. Также рекомендую вам снизить количество рафинированного жира и насыщенного жира, да, заменить. Что это? Рафинированный жир у нас содержится очень много в майонезе его, да, ну, это растительный, объединенный такой, да. Если мы говорим про кашу, кашу можно заправлять не только сливочным маслом, а в вашем случае, например, льняным или подсолнечным, Хорошо. не рафинированным. Нужно потреблять больше жидкости. Литра 3? Лучше Всё? пить по желанию, то есть по потребности. То есть тогда, когда вы начинаете испытывать жажду и стараться не подавлять желание пить. У любови очень избыточный вес. Это относится уже к ожирению, профессиональным языком говорить, да. Она человек возрастной и перенесший ковид. К сожалению, у многих после ковида произошла вот эта неисправимая прибавка в весе. Да, действительно, настало время собой заниматься более пристально, изменять полностью рацион питания, скорее всего. На самом деле, та цель, которую она для себя ставит, это снижение там, на 10-20 килограмм, она вполне достижима и в любом возрасте. Часть веса она уже скинула. Соответственно, дойти до нормального возрастного показателя, в принципе, можно. Ну, конечно, это будет не за один день и даже не за год, но этим стоит заниматься ради своего здоровья. Для того, чтобы добиться поставленной цели по снижению веса, да, Любе нужно отказаться от стратегии, которую она сейчас применяет. Это слишком жесткий дефицит калорий. В ее случае это не будет работать. Ей нужно вернуться к нормальному своему энергетическому обмену примерно, да, и потом за счет введения более широкой линейки продуктов и немножко иных рецептов приготовления, способов хранения, добиваться более устойчивого, постоянного результата по снижению веса. Голодать ни в коем случае нельзя, это наоборот вредно. Теперь уже все. Закрыть свой рот. Не пить коньяк, который мне запретила. Есть плохие продукты, колбасу. А кушать мясо, кашки и все остальное, что она мне сказала. Я буду и пить много воды. Узнав секреты правильного питания у нутрициолога, участница нашего проекта встретится с еще одним специалистом, который поможет ей понять глубинные причины накопившегося лишнего веса. И это психолог. Ксения Ивашковская,
Психолог-консультант, семейный психолог. Помогает взрослым и детям понимать себя, строить отношения и справляться со сложными жизненными ситуациями. Ведет немедицинскую психотерапию в диалоге, обучает навыкам безопасного общения и навыкам управления конфликтами. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, Ксения. Любовь, о чем мы будем говорить? Какую жизненную задачу вы хотели решить? Что беспокоит вас? Ну, вот, понимаете, у меня беспокойство где-то там сидит внутри. За моей вот этой смехотворщиной, за моей вот этой вот такой вот, все, может быть, думают, вот такой простотой, а внутри какая-то вот боязнь, что ли, или какая-то, всем, что ли, как я что-то вот должна, что ли, всем, или как, обидеть всех, вот, или как-то, ну вот, я не знаю. Чувствуете вину? О ком вы думаете? С кем это может быть связано? Ну, наверное, немножко с дочерью, С дочерью? да. Я хочу, вот, чтобы как-то вот, чтобы, как вам сказать, она была ближе, что ли, ко мне. Или мне, вот, может быть, что-то я ей не додала. Или, может быть, что-то я вот не была ей как-то вот в детстве помощником. Не обнимала, не целовала. Как-то поздно уже я спохватилась, что ли. И вот это меня немножко гложет. Ну, сейчас-то все хорошо, сейчас все нормально, все прекрасно. Сейчас уже вот вроде бы радоваться-то надо, да? И у них там все, и у меня тоже. Я сейчас вот нормально, на пенсии, мне только жизнь начинается, все хорошо. А бывает время, что бабах, я опять думаю, что что-то вот не то. Ваша дочь знает об этом чувстве? Вы пробовали Нет. говорить с ней об этом? Нет. Вы чувствуете, что она сдержанная Да, с вами? Мгм. да. Вы хотели бы больше близости с ней? Да, Мгм. наверное, да. Думаю, надо же исправляться. Правда? Надо, наверное, вытащить из себя все это как-то. Ну, чувство вины действительно, оно одно из самых тяжелых у человека, да, когда чувствуешь долг перед кем-то, да, перед близким, перед своим ребенком. Но если ваша дочь будет откровенна с вами и скажет что-нибудь о своей обиде, как вы думаете, вы готовы ее услышать? Готово. Вы можете сказать ей, что вам жаль? Могу сказать. Могу сказать, что мне жаль. И, может быть, сказать, что как я ее сильно люблю? Да. Нет. Да? Да? Это же правда. Это правда. Это правда. Да, это правда. В таких случаях иногда люди хотят сказать «прости меня». Да? Когда мы говорим «прости меня», это может быть ношей для человека, которому мы это говорим. Он, например, оказывается, что еще, допустим, злится, да, и еще не готов простить, да, и получается, что ему сложно. Да? А когда вы говорите «я прошу прощения, мне жаль», вы ее оставляете свободной. Да? И в то же время вы говорите, да, что вы помните, что вы знаете о ее страданиях. Да? Я так и сделаю. Я так и сделаю. Я очень благодарна вам, что вы помогли мне найти ту вот грань-то, вот, которую я никак не знала, как эту грань-то перейти, что сказать-то нужно. А теперь я, наверное, так, за то скажу, мне так жаль. И спасибо вам за это, что вы мне вот сказали то слово. А, вот это слово, Да. да? Вы его искали. Как Да, как да, вот это называется? слово. Я не знала, что сказать, не знала. Ой, Вы вы меня- сможете сказать ей, и Да. у нее будет возможность уже походить, пожить с этим, Да. подумать, и в какой-то день будьте готовы, что и она придет, и зная, что вы открылись, и что вам жаль, и что и вы можете сказать, если ты захочешь поговорить об этом, я тебя сразу услышу, я Хорошо. готова. Любовь, скажите, а чувство вины как-то в вашей жизни с вами в других жизненных ситуациях, как-то вы его ощущали, последствия? Конечно, конечно. И, конечно, естественно, у меня вот это вот зажорство, обжорство, вот это все у меня, вот, это, наверное, просто вот эти вот все свои, Чувства. да, съедала все.
Вы теперь знаете, что можете делать? Вы можете, когда сильно хотите кушать, прям чувствуете голод, да, идти не на кухню что-то готовить, да, а послушать, может быть, это не чувство голода, может быть, это какая-то эмоция, которая тяжелая. Это же может быть какая-то печаль, да, и вот это вот приступ чувства вины. А ощущаться может вот тут же под ложечкой, так же, как голод, вот здесь же такой же спазм дают эти чувства. Да? И вот научиться отличать действительно голод от этих эмоций, это поможет не кушать, когда вы чувствуете печаль. Я буду слушать себя. Слушайте себя и ешьте, когда это точно был голод. Да? Хорошо. Договорились? Договорились. Можно я вас обниму? Спасибо огромное. Вы настоящие. Любовь женщина очень сильная. Она находит в себе силы быть позитивной для других и поддерживать свою семью. Она очень эмоционально вкладывается в поддержку. Она умеет поддерживать. И я узнала, что такая же большая поддержка нужна ей самой. Вот эти вот неприятные эмоции, вот эта печаль, она еще заедается. Да? Мы иногда не ощущаем разницу между голодом и между негативными эмоциями. Люди в возрасте любови, они не очень любят показывать, что им грустно или что они плачут. Да? Ну и, наверное, до сих пор в нашей ментальности вот это, может быть, является слабостью. Да? Что плакать, если у тебя все хорошо? Да? Но если чувство есть, то оно есть, да? И его нужно прожить. Я предлагаю любови проживать свое чувство. Да? Потом, когда мы проживаем чувство, разрешаем себя, мы в конце испытываем утешение, да? Облегчение. И вот теперь уже пора узнать, хочется ли кушать, да? Такой ли сильный аппетит. И, возможно, в этом случае уже захочется съесть чуть меньше. То есть контакт со своими чувствами – это то, что я рекомендую. Наша героиня в беседе со специалистом поняла, что причины ее проблем запрятаны глубоко внутри, и психолог смогла нащупать и вскрыть этот психологический нарыв. Она мне прямо из моей внутры вытащила какую-то черную такую вот дыру, научила меня правильным словам, как подойти и сказать дочери, какое правильное слово. И говорит там вот, а слово «жаль». Я никогда не знала, что такое слово, что оно такое волшебное. Кстати, мне очень жаль. И я постараюсь теперь наладить с ней отношения и вторую половину жизни с ней провести. Наверное, подружки это не очень хорошо, да? Но просто чтобы мы друг друга понимали и доверяли. Немаловажным в нормализации веса и его удержании являются занятия спортом и физкультурой. Какие упражнения подойдут и будут эффективными для участницы нашего проекта? На помощь мы призвали известного в Якутии тренера, победительницу многочисленных международных соревнований, мастера спорта по масс-рестлингу Сардану Осипову. Сардана Осипова, мастер спорта России по масс-рестлингу, по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по армлифтингу, чемпионка Европы, обладательница мировых рекордов. В детстве мечтала стать актрисой, окончила колледж культуры и искусства с красным дипломом. Считает, что великую актрису в ней победил спортсмен. Персональный тренер и тренер групповых программ. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас. Меня зовут Сардана. Я буду сегодня вас инструктировать. Меня зовут Любаша. Очень приятно. Я очень хочу, чтобы вы мне помогли стать красивой и немножко стройной. Спрошу я у вас, как вы со спортом? Круто со спортом, конфеты ем.
Но у нас конфеты, конечно, к сожалению, это не спорт. Были бы конфеты спорт, все были бы стройными и крутыми. Но у меня дома есть велосипед, у меня есть доктора Бубновского тренажер, у меня есть палки скандинавские. Отлично. Я хочу, чтобы вы научили меня, как это все делать правильно. Как правильно делать. Как вот на этих резинках. Они у меня висят, но я не знаю, что с ними делать. А вы мне все покажете, я надеюсь. Хорошо, договорились. Люба, вы уже сегодня встречались с нутрициологом, и она вам подробно рассказала, что питание – это залог успеха. Так и в спорте большое влияние имеет питание. 80% успеха – это питание, и 20% – это в тренажерном зале и физические упражнения самостоятельно. Ну, сейчас я вам покажу первое упражнение. Вы готовы? Ну, давайте, мучайте меня. Так, давайте я покажу. Так, Что у делать? нас есть скамейка. Так. Вы будете садиться на нее и вставать. Хорошо. Людям с лишним весом, да, как у вас, очень категорически запрещаются тяжелые нагрузки, и нагрузки должны быть умеренными. Полностью исключается бег, потому что это идет упор на суставы. Мы не хотим убить наши колени. И поэтому, прежде чем начать тренироваться, желательно походить. В тренажерных залах есть эллипсоиды. Это когда работаешь и ногами, и руками. Но вы сказали, что у вас есть скандинавские палки. Это очень хорошая альтернатива вот этим тренажерам. Перед тренировочкой вы просто палки перед собой ставите и ходите. Каждый раз, выполняя упражнения, вы становитесь опытнее. И поэтому вы должны от каждого упражнения получать удовольствие. Сейчас я вам покажу, как правильно выполнять приседы. Давайте. Садитесь на скамейку и встаете. Когда вы будете выполнять это упражнение, у вас не будет идти лишняя нагрузка на колени. Сели на скамейку и поднимаетесь. Если для начала выполнять это сложно, вы можете поставить в любом случае руки на колени и упереться и встать. Также, когда мы садимся, мы не падаем, а стараемся сесть медленно, для того, чтобы уже работали именно квадрицепсы и мышцы всех ног. Так. И ножки поставьте пошире и встаем. Раз. Давайте сделаем 5 раз. 2. Руки перед собой уводим. Поднимаемся. 3. Руки назад. Так, да? Да, сели. Села. 4. Поднялись. И еще 1 раз. И встали. Давайте мы с вами сейчас немножко усложним эту задачу. Давайте. Также садитесь. Выставите одну ногу вперед. И поднимаетесь. Упор у вас находится на той ноге, которая более согнута, да? Прямая нога не имеет упора. И мы тем самым будем тренировать по отдельности каждую ногу, приводить их в больший тонус. Готовы? Нужно будет тоже сесть, встать. На эту ногу? Да, да. Поехали. Отлично. Ножку приподнимаем. Вот. И когда садимся, приподнимали. Во. Встаем. Ножку подними. Во. И еще 1 раз. И меняем ногу. Все. Меняем ногу. Теперь эту вытягиваем. Это, да? Вот. Стоп. Стоп. Когда садимся, поднимаем ногу поднимите. Сейчас. Вот. И стараемся сесть. Вот. Отлично. Отлично. И еще 1 раз. Хорошо. Ну, дай 5. Готовы к следующему упражнению? Ну, я готова, конечно, готова. Я теперь уже ваша новинка. Следующее упражнение на коврике. Нужно будет аккуратненько интересно. опуститься, пройтись Мама дорогая. и встать в это положение. Поднять ножку и вторую. Ага. Будем качать понимаю. наши ягодицы. О, Вы же хотели ягодицы? хотела. Готовы? Ягодицы. Давайте. Очень.
Ну, давайте. Мгм. Так, сначала что, на колени, да? Да. Ой. Опускайтесь. Батюшки мои. Ой, опустилась. Так, чё? Отлично. Ручки Так. опускаем Опускаем. и поднимаем ножку наверх. Раз. Отлично. И вторая. Два. Попеременно Ага. каждую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. И поднимитесь. Все, немножко передохните. А, верните. Мгм. Аккуратненько развернитесь и можете с этого положения подниматься. Готово? Готово. Ножку ставим вперед. Оп, и поднимаемся. О, супер. Ой, молодец какая. Даже поднялась, сильная. Что полегче? Бирюзовый О, самое то. 5 килограмм. Море, море. Море взяли по блинчику. О, взяли. Мгм. Чудо. Так, наклоняемся. Вот. Оп, да. Вот, отлично. И поднимаем вверх. Раз. Два. Прорабатываются мышцы поясницы. 3. 4. Верхняя часть спины. Руки и ноги. И еще 2 раза. Раз. 2. Отлично. Хорошо. Хорошее Молодец. упражнение. Молодец. Вы молодец. Мы будем работать на плечи. Будем качать ваши плечи. Давайте качаем. Держи. Что делаем? Опускаемся. Держим таким образом. А, вот так. Да. Руки не хватает. Пальчики короткие. Да. Вот так? Поднимаем их в сторону. А, вот так. Мгм, да. Садиться надо? Можно присесть. Раз. 2. И полетели, да? О, 3. я птица. Летаю. Да, С полетели. утяжелением. А там, где утяжеление, там и уходит вес. Прекрасно. И Что мне полетели. и надо. Ой, спасибо вам. Летая, будем обретать легкость. Хорошо. Хорошо. Летаю. Хорошо, немножко Летаю. встряхните плечики. И теперь поднимаем вверх. Раз, так. ручки прямые. 2, Тяжеловато. 3. Конечно. Тяжеловато. Но возможно. Ну, возможно. Мгм. Невозможно. Хорошо, Невозможно. молодец. Вы большая молодец. И перейдем Жарко стало. к следующему упражнению. Вы уже очень хорошо постарались, но надо же самореализоваться, надо же себя похвалить за то, что как мы хорошо потренировались. Нужно на себя полюбоваться и похвалить себя. Можно красиво встать, посмотреть на себя. Ну как вам? Есть результат? Ну, что-то зеркало плохое. Как-то оно меня увеличивает. Вот у вас оно уменьшило, а меня что-то увеличивает. Может, поближе подойдем? Нет, лучше подальше от меня. Подальше я намного лучше. Любите ли вы танцевать? Очень. Может, тогда потанцуем перед зеркалом? Потанцуем. Потанцуем. Руки наверх. Отлично. К себе. Ножка. Ножка. Отлично. Назад. Назад. Захлёст. Молодец. Руки перед собой. Шаг. Хорошо. Спасибо вам большое за эти положительные эмоции. Я никогда не занималась, честно. Ой, это первый раз. По-человечачьи. Ой, Здорово. Ну, вы очень хорошо потрудились. правда? Да. Ой, я старалась, чтобы вам понравиться, чтобы вы не думали обо мне, На что самом, я лодырь. на самом деле, вы должны понравиться себе. Хорошо, Мгм. хорошо. Смотрите побольше в зеркало, включайте музыку, делайте упражнения под музыку и под лайт. Когда вы получаете весь драйв от тренировки, и тем самым вы будете наслаждаться тренировкой, получать удовольствие и будете чувствовать ритм.
Людям с лишним весом очень тяжело даются выполнение тех или иных упражнений. Поэтому здесь нужно ограничить всю нагрузку, убрать нагрузку, которая связана на суставы, на связки, сделать так, чтобы нагрузка была умеренная и легкая. Но с каждым разом вы придете к своей цели, если будете идти шаг за шагом и стремиться к своей цели. Так что нашей героине Любови желаю, чтобы ее цели, ее желания превратились в реальность и чтобы она стала лучшей версией себя. Ну, не знаю. Тут-то уже мысли противоречивые. Смогу ли я вот это все сделать? Ой, я очень устала, потому что я этого ничего никогда не делала. Но настроение на 100%. Прошло всего пару дней, но по настрою нашей героини мы видим, что она на правильном пути к самосовершенствованию не только физическому, но и духовному. Дальше в нашу команду вливаются воятели красоты – стилист, визажист и фотограф. Известная в мире моды дизайнер Дора Николаева согласилась создать стиль нашей героини с помощью спонсоров нашего проекта – магазинов модной женской одежды. В конце проекта все наряды героини получат в качестве подарка. Дора Николаева – дизайнер, стилист, консультант по имиджу, владелица авторского ателье. Каждая выпускаемая коллекция производит фурор не только в Якутии, но и за ее пределами. Постоянные клиенты модельера – представители бизнеса, политики, звезды якутской эстрады. Стилист приступает к своей работе, но прежде она должна понять, что не так с ее гардеробом у нашей героини. Добрый день, Любовь. Здравствуйте. А вас как зовут? Дора. Дора. Очень приятно. Красиво. Да, я вас видела по фотографии, видела ваши наряды, даже уже знаю, какие у вас наряды. Ну вот, рассказывайте, что с чем и по каким случаям носите. Я вот тут увидела очень много страз, у вас вот тут вот много страз. Да. Любительница Вот, я. да, вот тут Да. стразы, Да. вот тут стразы. Да. Ну, скажите, Очень много рассказывайте. Для Ну, чего? вот это вот нарядик я одеваю на дискотеку. Ага. Вот. С этими беленькими штанишками я ношу вот такую кофточку. Вот эти Монохром. штанишки, эти штанишки я одеваю тоже к этой вот так. Ну, а к этому я одеваю синие штаны. У меня есть такие темно-темно-синие. Обрадовали вас? Обрадуйте. Вот смотрите, вы футболку эту надели, Да. и банты мне эти вообще не нравятся. Они увеличивают. А, да? Да, действительно, это слишком большой рисунок для вас. Вам надо, наоборот, вверх уменьшить, а внизу немножко забалансировать, немножко ширины добавить. Но это не обязательно, вот эти штаны вам хорошо. Если даже, ну вот длину я бы подкоротила немножко. Меньше? Да, Да? покороче. Вот учите Да, меня, учите. Покороче. Хочу. Можно сделать чуть поширше или наоборот заузить. Совсем. Да. Ну вот эта вот полоска для вас тоже, она Большая. да, широкая. Вам надо мелкую полоску. Да, вот она опять же расширяет. Тоже, да? Ну клеточка это нормально, вот эта клеточка тоже нормально. А горошек? Горошек, он должен быть, если он у вас уже есть, он мелкий или Мелкий. Мелкий, ну тогда можно. Темно-синяя кофта, мелкий горошек. Давайте я вам подобрала Хорошо. на свой вкус то, что я подумала, вам подойдет в магазине Васа, наших спонсоров, наряд. Хорошо. Посмотрим. Один образ. Я с посмотрим. удовольствием Да. померяю, с удовольствием. Хочу, чтобы вы Померите. меня красивой сделали. Я вас жду. Хорошо. Встречаем любовь. Как вам? Вы носили такие? Никогда. Широкие брюки? Конечно, носили? необычно. Необычно. Я никогда не носила широкие брюки. Думала, как-то тут много и там много. Ну, А скажите, теперь немного оказалось же, у меня нормально. все одинаково. Там балансировка идет, поэтому. Тут уже не Вообще. видно, что у вас верх большой. Видите? Вижу. Сама вижу, что это красиво, что это хорошо. Вообще универсальные вещи, это можно Со отдельно, всякими. да, отдельно верх носить с чем-то и
верх, ой, низ тоже с чем-то сверху, с таким. Из этого нет, что-то другое. Но Люба такой человек, яркий человек, несмотря на возраст, она в душе очень молодая. Ну, она же сама же говорит, по дискотекам хожу. Наряды у нее такие яркие, все блестит. Ну, она, видимо, свои какие-то недостатки скрывала вот этими блестками, там, пайетками. Она отрицала, например, широкие брюки. Вот она надела на себя вот это. Я вообще сама в шоке, что широкие брюки балансируют вверх снизу. Вот она поняла. И то, что я подобрала, ей все очень понравилось. Для меня это бальзам на душу тоже. Ну, яркая женщина, мне она очень понравилась. Она, опять же, открыта к изменениям. Опять же, подчеркиваю, несмотря на возраст, она готова измениться. Далее у участницы проекта самая приятная и ожидаемая встреча с визажистом. Кристина Соколова-Сергеева, визажист. Любую женщину превратит в звезду. Ведет блог о красоте и косметике. Обучила макияжу более 1000 женщин. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Так, я у вас вижу один карандашик, и, кажется, у вас в косметичке еще что-то есть. Ну, Покажете? сейчас покажу. Я, конечно, не очень сильно пользуюсь, потому что как-то не пользуюсь. Ну вот что у меня вот. Сколько что много. И это у вас Вот. коллекции помад. И, кажется, вижу Черные. черные тени, да? Люблю. Черные, Вот люблю серые. эти стрелочки. Стрелочки любите. Я делаю. Угу. Ага, у вас очень раскрытые глаза, большие, в принципе, стрелки вам подойдут. Угу. Только единственное, вам нужно вот вытягивать немножко. Больше, да? Ага, больше вытягивать. Так, а что у вас Хорошо. есть? Так, карандаши для губ у вас есть? Нету, да? Нету, А нету. просто, да, помаду наносите без карандаша. карандашей. Ага, я вам рекомендую, возьмите, пожалуйста, зеркало, чтобы было видно ваши губы. Мгм. Так. Все-таки помаду я вам рекомендую, вот любого цвета, да, помаду рекомендую наносить только после того, как вы прокрасите карандашом ваш контур губ, да. Если красите сразу помадкой, да, проходитесь, то у вас губы уменьшаются и совсем даже пропадают. Так, вот у вас вообще шикарные губы, только вам нужно контур вот так вот немножечко обвести и даже вот вовнутрь, даже подшивать. Сейчас на самом деле помадами так, ага, губы, можете закрыть губы и вот так вот при легкой улыбке, да, прорисовать контур. И сейчас, знаете, даже помадами особо никто не пользуется, потому что у всех карандаши для губ. Карандаши, они заменяют в себе и помаду, и контур, и держится очень долго в течение дня, пока не смоете, а некоторые карандаши остаются даже после того, как вы смоете. Я вижу у вас мелкие капилляры, краснота у вас есть, чтобы скрыть. Или можно тоненький BB-CC крем нанести, или консилер. Он очень легкий, тонкий, вот посмотрите. Никогда не делала, честно. Никогда. Тоненьким слоем наносите на все лицо, чтобы скрыть вот эту вот красноту. Вот на носике у нас тут покраснение. А как у вас обстоят дела с уходом для лица? Никак. Ухаживать за кожей нужно. Вообще уход за кожей это для всех, у кого есть кожа. То есть не только там, например, до мероприятия, например, девочки вспоминают женщины, там, да, послезавтра, например, на праздник, кремами нанесли крема, да, Та же история. Тональная основа у вас будет меньше смотреться, если вы наносите его на увлажненную, на ухоженную кожу. Меньше сердимся, больше позитива, улыбаемся больше. Ну вот не умею сердиться. Почему? Вот, нет, так не делаем, так не делаем. Всё, да? Представьте, что здесь у вас две ниточки, они вот так вот натянутые, держат, и вот так вот О, ходим. как это некрасиво, да. А так красиво. Такая всегда удивленная, да? Я удивленная. Все спряталось. Ну вот здесь вот сейчас пока не Классно. очень.
Любовь – это просто космос для меня, очень искренний человек. У нее прям вот эмоции наизнанку, и она чуть не заплакала после моего образа. Вот мне она очень-очень понравилась, тетя Люба. А теперь я вам наглядно продемонстрирую, как на вас будет смотреться профессиональный вечерний макияж. Закрываю глаза и потом только их открываю, когда сделаете. Хорошо. Ну, поехали. То, что Кристина пообещала нашей героине сделать вечерний макияж, Любовь очень обрадовала. Ну а насколько она преобразится, увидим в конце программы. Наш проект нацелен не только на внешнее преображение. И хотя все наши героини по-своему самодостаточные и успешные в жизни женщины, мы хотим, чтобы они в нашем проекте осуществили какую-то свою давнюю мечту и почувствовали себя счастливыми. Любовь очень любит высоту. Один раз даже летала на парашюте. Живя в Тамоте, всегда хотела подняться в горы, но, тяжело пережив ковид, мечты покорить высоты пока откладывает. И мы решили помочь осуществить ей эту мечту и вновь почувствовать свободу полета. Выбрали местную достопримечательность – сопку, которую в народе называют Крест. Сами тамотцы любят возить сюда гостей, показывают свой город с высоты птичьего полета. Говорят, что поставлен крест был в конце прошлого века одним из жителей города, в память о брате, жизнь которого оборвалась на этом месте. Удивительно, но место, связанное с гибелью человека, не пугает горожан, а наоборот привлекает. Наверное, потому, что кроме печали здесь поселилась и любовь. Ну, давайте немножко расскажите о ваших приключениях. Ой, да у меня приключений-то очень много. Я же бабушка-то авантюристка. Вот, ездила я в Сочи, был у меня юбилей, 55 лет. Вот там, да, там я справляла юбилей, и мне подарили подарок летать на парашюте. Серьезно? 400 метров над уровнем моря. Но когда я села в эту лодку, когда села на эту лодку, понимаешь, что? Я увидела весь все это безобразие и говорю, не-не-не, ни в какую не причем. А я говорю, 3500-то что, где взять? Он говорит, какие 3500? Вы уже на лодке. Ну и мне пришлось. Пришлось. И что вы ощутили, когда вот вы взлетели на парашют? Страх страшный. Но потом, когда я открыла глаза, вот такая была лодочка, и думаю, Люба, ты дура, но ты супер. Да, вы вообще И кричу в эту палку, кричу в палку, говорю, что зять, утерла я тебе нос? Утерла. Ну что, Люба, давай еще чуть-чуть. Мы уже пришли, практически залезли на гору. Осталось совсем чуть-чуть. Вот здесь у нас осталось небольшое место есть, где можем присесть. Ой, сейчас чуть-чуть. Ой, давай. Ой, мамочки дорогие, какую я что творю-то, а? Ой, на старости лет, ой, что делаю? Чуть-чуть. Вот здесь пенечек и посидим, и отдохнем, и пойдем дальше. Ой. Спасибо тебе, Боженька, за все, и Вселенная, спасибо тебе за все, что мне пришлось. Все ваши переживания, все ваши страдания, что вы пережили, это не случайно. Наверное. И вы с каждой победой становитесь еще сильнее. Нам осталось совсем чуть-чуть подняться. Давайте, пойдемте дальше. Еще совсем чуть-чуть, и мы на месте. Отдышись. Посмотри на небо. Ура! Я это сделала! Тамот, смотри! Я это сделала! Это мой подвиг! Ура! Спасибо тебе, дорогая Сарданочка! Если бы не ты, ничего бы этого не было! А если бы не девчонки, которые меня пригласили, ничего бы, операторы! Супер! И твоя спина! Твоя спина, которая держала меня. Вот там мы с тобой забирались.
Ой, мамочки, Вы как молодец. это страшно. Я восхищаюсь вами, вы молодец. Любовь во время всего пути проявила себя очень волевой женщиной, сильной, показала, насколько она в характере сильна. Со всей мощью прошла этот путь до конца, от начала и до конца была смелой и стойкой. Преодолеть свои страхи, совершить то, о чем давно мечтаешь – не это ли счастье? Но на этом сюрпризы для нашей участницы не заканчиваются. Ее ждет еще один новый опыт. Впереди у Любови встреча с известным фотографом Сергеем Шариным-Сегой. Сергей Шарин-Сега – один из самых востребованных фотографов Якутии. Более 10 лет занимается фотографией профессионально. Запечатлеть торжественные моменты жизни многие доверяют именно ему. Умеет видеть красоту вокруг, ловить момент и останавливать время. Ну что, начнем нашу, как говорится, фотосессию. Прямо с таким преображением. Сейчас ресницами будем хлопать и взлетать. Хлопай ресницами И взлетай. взлетай. Вот. Ай-яй-яй-яй. Ага, вот. Первые кадры у нас будут полноростовые, Мгм. вот, потом пойдем средний, а потом перейдем на портрет. Хорошо? Хорошо. Вот, хорошо, немножко подбородочек чуть выше. Вот так, ага, вот все. Отлично. Сейчас я проверю по свету. Ага, хорошо. Вот, раз, два, три. Мгм. Вот, отлично. Мгм. Так, я чуть-чуть немножко закатик возьму. Вот, хорошо. Нет, подбородочек немножко сюда. Вот у меня есть вспышка с этой стороны, вспышка работает. Вот, чтобы лицо немножко, да, в сторону вспышки было. Вот, краем глаз вот на меня немножко. Во, вот так, ага, отлично. Голову чуть-чуть еще можно наклонить. Отлично. Хорошо, с улыбкой. Во. А если Чё? развернуться в эту сторону? Вот так, ага. Ну, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Чё? Не слишком. Куда? Сейчас я вам покажу примерно. Давайте. Так. Так, что? Примерно как-то, может, вот по Вот такому. так встать? Да. И прям ноги может. Ну, хорошо. Может, Хорошо. вот так. Прям. Хорошо. И вот руками прям вот так попозировать. Ну-ка попробуем. А. Такая артистичная. Раз, два, три. Вот эту руку можно тоже на пятачок. же? Да, вот так, ага, вот. Ближе к себе увести. Вот. Мгм. Ну, то есть имеется в виду, ну, типа, а-ля вот так. Типа, во, вот так, ага. Только руки должны быть желательно немножко в разные стороны. Одна выше, другая ниже. М? Да, желательно ту можно выше. Да, вот так вот. Ага, Мгм. хорошо. И кисти руки более-менее расслаблены. Во, вот так, ага. Отлично. Мгм. Вот, хорошо. И немножко вот чуть-чуть в мою сторону наклониться. Мгм. Вот полностью корпусом. Потому что я полный, ну, как бы средний кадр беру, поэтому нижней части не видно. Мгм. Можно как бы вот так вот стоять и вот типа поработать. Хорошо? Мгм. Угу. Ну-ка, раз, два, три. Ага. Чуть подтянуть. Вот, вот, отлично. Так вот можно. Ну все. Буду хвастаться, что я вот такого. Как это? Не фотограф, это же как-то же по-другому называется. Фотограф? Фотограф? Да. Модный фотограф. Надеюсь. Не надеюсь, а точно. Спасибо. Мне показалась она такая веселая. За счет того, что она мне предлагала очень много вкусняшек. Обычно, ну, как бы, кто много кушает вкусняшек, всегда веселый, да, вот. И она прям горит желанием вот что-то новенького. И по ней видно, она прям по образам, который она одевала, как Дора ее одела, прям классно, говорит, так, оказывается, можно было носить. То есть, имеется в виду, мировоззрение человека немножко как бы поменялось. Вот. Надеюсь, фотографии тоже понравится. Она прикольная. Наконец, настает час Х для нашей героини.
Преображенная на нашем проекте «Любовь Круцких» должна предстать перед своими детьми, внуками, родными. Вы готовы встретить? Да! Сейчас мы встречаем Любу. Любовь, ну как вам несколько дней, которые вы проходили трансформацию? Что вам понравилось? Мне понравилось все, как меня преобразили, как меня научили правильно жить. Спасибо вам огромное. Теперь мои дети будут мной гордиться. Вот такую красоточку увидели мои ребятишки. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы меня позвали, что я выложилась вся. И научили меня, как правильно есть, как правильно заниматься физкультурой. И вообще жить на всю катушку. Жизнь в 62 года только начинается. Классно, Любовь, а мы-то как вас полюбили. Будьте всегда позитивными, вы всегда будьте красивы, да? Вот ваши родственники, вот дочка, вот, да, друзья, дочка, да, вот. Можно вас спросить, что вам больше понравилось в изменениях вашей мамы? Ну, наверное, внутренний мир ее вообще изменился. Она у нас такая красивая, мамочка, мы тобой очень-очень сильно гордимся. Ты наша звезда. Ты узнал меня? Спасибо девочкам. Вот визажистка. Видите как? А это мои любимые фитнес-тренеры. Спасибо всем. Ну, самое главное. Я влюбилась. Я тут влюбилась в Сереженьку, модного фотографа. Любовь. Папочки, вот так, пауба. Любовь, Да. это не все. Вот сегодня мы вам дарим полностью ваш образ, который вот сейчас вот на вас, да? И плюс к этому мы дарим сертификат от ювелирного дома Керге, чтобы вы дальше сверкали и сияли. Диплом участника. Ну и от Сергея цветы.